Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. С кем у вас будут отношения? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим, с кем будут отношения. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Вы как-то совмещать будете. С одним мужчиной вы по проводам общаетесь, а с другим лично встречаетесь. Как интересно. Тут два мужчины. Либо у одних будет один, у других другой вид отношений. Ну, давайте пойдем по порядку. Давайте начнем с личных отношений. Здесь мужчину показывают прям красавцем. Очень красивое лицо. Очень такая, знаете, подтянутая спортивная фигура. Мужчина, конечно, красавчик. Просто обалденный, загляденье. Ой, ни одна девушка мимо не пройдет, чтобы на него не посмотреть и не улыбнуться ему. Здесь не мужчина, а мечта. Понимаете, мечта-картинка. Вы, конечно, будете напрягаться из-за его внешних данных, ну, потому что красавчик. Да, с одной стороны, гордость, что со мной рядом красавчик, что все женщины завидуют, а с другой стороны, будете все время переживать, что он с кем-то общается, либо кем-то увлечется, потому что все женщины будут ему улыбаться. Ни одна мимо просто так не пройдет. Ни молодая, ни возрастная, все будут ему улыбаться. Он очень симпатичный. Красивый, да, не симпатичный, он красивый. Вот будем говорить как есть. Невероятно открытое лицо, правильные черты лица. Все такое вот прям миленькое-миленькое. Даже, возможно, на какого-то актера похож. Либо его будут принимать за актера. Ну, потому что очень хорош собой. И фигура, и лицо, и голос у него очень приятный, бархатистый такой. Наполненный. Он когда говорит, аж мурашки начинают бежать. Красавчик, да. Но знаете, несмотря на всю эту его внешнюю красоту, он очень скромный человек. Просто невероятно скромный. Сам себя стесняется. Хорошо воспитанный и скромный. Если бы ему капельку там, больше смелости добавить, то из него бы действительно какой-то актер бы получился. Причем мирового масштаба. Очень хороший мужчина, хорошие внешние данные. Дети красивые от него будут. Так, работа. Ну, работа у него, для него интересная, для вас не очень. Вы в его работе вообще разбираться не будете. Либо даже, если он начнет что-то говорить, вы такая, так, нет. Только не про работу. Я ничего в твоей работе не понимаю и не хочу в этом разбираться. Работает он где-то в среднем звене. То есть он и не какой-то рядовой сотрудник, и не руководитель. Где-то вот посерединке. Знаете, как начальник отдела, там старший в бригаде. То есть приблизительно вот так именно. В серединке он находится. Мужчина совершенно не амбициозный. Вот если бы ему добавить капельку смелости либо активности, он бы много чего смог добиться. Ну, видите, ему много и не надо. Его назначили, он и рад, да, он рад стараться. Работу свою очень любит, он прям постоянно мыслями в этой работе, он постоянно чему-то новому обучается, он какие-то новые методы применяет. Работая он своей живет, работая он своей горит. Но горит он именно не тем, что вот я себя покажу, что я профи, а тем, что я люблю то, что я делаю, да, и я хочу хороший результат.
На работе его все любят, особенно женщины. Извините, но буду говорить как есть. Ну, правда, он красавчик. И женщины, конечно, этого не упускают. Ну и мужчины тоже к нему хорошо относятся, потому что он действительно скромный и добрый человек. Какой-то даже, знаете, идет безотказный. Безотказный, и у него можно что угодно выпросить, попросить. Он никогда не будет против, там последнее снимет, отдаст. Так, что касается денег. А вот тут проблема. Он как-то деньгами не заинтересован, либо деньги для него не цель. Ну, бывает такое, знаете, бессеребренник. Да, деньги он умеет считать, но как-то он их то ли не собирает, то ли не считает нужным, то ли, ну, опять же, из-за доброты, там многие у него в долг берут и не отдают, а он им прощает. Вот это есть, это вас будет напрягать. Вот, кстати, здесь будет камень преткновения, потому что вы женщина амбициозная, вы женщина практичная, вы женщина стремящаяся, да, улучшить свою жизнь, жить лучше, чем сейчас. Вы понимаете значение и цену денег, а мужчина нет. Мужчина такой, типа, ну что ж, ну получил, ну занял, ну не вернули, ну там не посмотрел на ценник, ну мне понравилось, я и купил там на последний. Понимаете, в таком ключе. Вы его будете в этом плане тянуть, воспитывать, рассказывать. А он будет и не против, не против. Ему все равно, что вы ему говорите, лишь бы вы с ним говорили. Смотреть на вас будет, как этот влюбленный медвежонок. Широко распахнутыми глазами, детскими глазами. Сначала вас это будет умилять, и вы такая, на меня так никто раньше не смотрел. А потом даже бесить вас будет. Чего ты так на меня смотришь, как этот барашка, да? Зачем ты на меня так смотришь? Вот понимаете, девочки, есть такое понятие тихое счастье, да? Тихое счастье, когда все так гладко, спокойно, монотонно, размеренно. И многие люди вроде как стремятся к этому тихому счастью. Когда его получают, понимают, что слишком это приторно, что уже приелось, где эмоции, где буря, где экшен, да, где выяснение отношений. Вот вижу, у вас тоже здесь немножечко не сходится. Вы любите иногда выпустить пар, и в этом нуждаетесь. И хотели бы рядом с собой видеть все-таки мужчину такого, знаете, сильного, в какой-то степени строгого, ну прям мужика, да, во всех пониманиях этого слова, мужик, мужицкий. Вот. А этот нет, этот мягенький, этот такой добренький, миленький, прям такой мимимишечка. Попервой вы будете, конечно, рады, что такой спокойный мужчина с вами рядом, еще и влюбленный настолько сильно в вас. А с другой стороны, вижу, что по прошествии времени вы будете напрягаться тем, что все приторно, тем, что все надоело, все одно и то же, и ни конца, ни края этому нет. Все-таки вы хотите мужика, да. Ну, выбирать, конечно, вам, я тут вам не советчик. Понятно, если вам все надоело, либо вам это тихое счастье не подходит, конечно, навязывать свои там мысли, да, не стоит. Ну ладно, с этим вы уж там сами потом разберетесь, не эта тема отсыпки. Так, девочки, это симпатяшка. Я вижу, что вас с этим симпатяшкой либо кто-то уже познакомил, может быть, даже заочно, да? Может быть, какая-нибудь подружка вам его расхвалила, говорит, ой, там такой красавец, там, я тебя познакомлю. Ну, либо вы через кого-то познакомитесь. Вот вижу, что между вами третий человек, который вас друг другу представляет. Не могу сказать, где вы, все слишком разные. Просто показали, что вам третий человек друг друга представляет. Вижу, что мужчина вам сразу понравится, вот прям оцените, какой он классный, какой он симпатичный. Может быть, вы, в принципе, ну, как в вашем кругу нет таких симпатичных мужчин, таких красивых мужчин. На момент вашего знакомства этот мужчина совершенно свободен. Вам сложно будет в это поверить, будете сомневаться, будете думать, ну как так, такой симпатяшка и свободен, да, такой красавчик свободен. Да, он будет свободен. Так, вижу, что мужчина клюнет, прям клюнет на вашу эту харизму, а она у вас просто гигантских размеров. Вы очень яркая женщина, вы смеетесь как-то интересно, необычно, звонко и прям привлекаете внимание, заражаете своим смехом других. Вот прям на ваш смех, на ваши черты лица, на ваше умение себя подать. Вот он на это клюнет.
Но вы же в карман никому за словом не лезете. Вы такая говорливая, вы активная. Вот именно на это, да, на это он пойдет. Вы ему покажетесь чем-то невероятным. Такая, знаете, смесь воительницы с ангельской красотой. Он с первого взгляда влюбится в вас, с первого взгляда. Но видите, как он робкий. И, возможно, не сразу получится вам выстроить с ним отношения. Ну, либо вы посмотрите, что он там мнется, жмется на вас, умоляюще смотрит, скажете: а ладно, давай, провожай меня, или ладно, на тебе мой номер телефона, да, в таком ключе. Но вот вижу я, что в отношениях вы главная, вы ведущая, а он ведомый, он за вами идет. Сначала вас это забавляет, сначала вы такая: о, прикольно, мне нравится. А потом вы такая: ну нет, ну что-то не то, ну как так, ну мужика мне надо, включи в себе мужика, почему не включаешь? Да. Знаете, что еще вижу проблемой? Его семью. Там у него в семье слишком заботливые родители. Они прям в попочку его целуют. И очень они, ну давайте так скажем, враждебно настроены к его невестам, к его женщинам. Им кажется, что вот такому ангелочку, как их сыночек, да, ни одна женщина не подходит. Они его очень жалеют, они очень его опекают. Возможно, даже он до сих пор с ними живет. Ну, скорее всего, с ними и живет. Вот с ними может быть проблема. Мальчик хороший, а вот родители достаточно... Ну, не буду говорить, что они плохие. Они имеют право любить своего сына и защищать. Ну... Могут быть против вас, могут в позы становиться, могут даже ультиматумы какие-то ставить. Я вижу, что он будет скрывать от родителей свою связь с вами. Потому что, скорее всего, вы им, как и все другие девушки, не понравитесь. Но, видите, в вас-то он влюбится, поэтому пойдет против родителей. Вы представляете, впервые в жизни взрослый мальчик пойдет против родителей. Да, он вас куда-то водить постоянно будет. Там, кино, театр, какие-то представления. Он, кстати, очень любит время проводить вне дома и любит всякое такое творчество, да, культуру творчества. Там, на все выставки походите, на все концерты сходите. Такой любит. В плане интимной жизни, ну, не бриллиант, не фонтан, ну что, а где их взять, эти бриллианты, фонтаны? Обычный мужчина. Вот вы его научите, скажете, что делать, он и будет это делать. Ну, такой. В этом плане спокойный. Давайте, я не буду кривить душой. Вижу, что он, ну, средненький. Средненький. Неплохой, но и не фонтан. Средненький. Вот. Может быть, его просто нужно научить, и тогда что-то поменяется. Так, в плане... отношение к вам, ну, услужливый, максимально открытый, такой, знаете, готов служить вам верой и правдой, только попроси. Отношение к вашим родителям, либо к вашим подругам, да, хорошее отношение, он открытый, приятный человек, он всем нравится, он никому там зла не желает, никогда в позы не становится, вполне себе нормально. Единственное, что будете какой-то подружке ревновать. Та подружка его глазами прям будет есть. Такая лиса. И вы прям будете ревновать. Вы ее предупредите. Она скажет: это что? Нет, твое, это святое. И при этом все равно будет ему строить глазки. Он, конечно, на нее смотреть не будет. Либо будет с ней общаться, ну, как хорошее воспитание показывать. Но вы будете ревновать. На подружке точно будете ревновать. Ну, либо к сестре. У кого-то подружка, у кого-то сестра. Так, еще... Он как-то быстро там начнет говорить о высоких ценностях, о серьезных отношениях, там, о браке, о семье, о детях. То есть его как-то прям, ну, буквально там со второго, с третьего свидания уже там на семейные темы начнет нести. И вы такая: стоп, мы только познакомились, без году неделя, а что ты хочешь? Какая семья? О чем ты вообще говоришь? Да. Бывают женщины там годами ждут, когда же там мужчина проснется, очнется, семью будет предлагать. А тут наоборот получается. Мужчина с самого начала про семью говорит, что он на семью ориентирован. Ну, пишу, что сладко и приторно. Вы меня извините, но идет мне сладко и приторно. И почему-то мне кажется, что вы от него убежите. Вы меня простите, но вот идет такое ощущение, что вы от него убежите.
Сейчас я еще на картах посмотрю. Просто мужчина классный, со всех сторон идеальный. Но у вас какая-то оскомина от него идет. Вижу, что вы на рыбака какого-то засматриваться будете. Видите, вот она вы, и вот он рыбак сидит. А этого как-то мимо, да? Приторно, сладко. Надоело одно и то же. Приелось. Так, чего вы так не хотите его? Что с вами? Вот девочки просят хорошего, дают хорошего. Они нос воротят. Ну, бежать вы от него будете, аж пятки будут сверкать. Даже, возможно, с ним расстанетесь в интернете, не знаю, смс-ку ему отправите, лишь бы не встречаться. Вас ненадолго хватит. Ой, ненадолго. Ой, петлять будете. Хорошо, в чем проблема? Страстей не будет хватать, эмоций не будет хватать, накала не будет хватать. Скорости, резкости, вот знаете, брутальности. Вот этого не будет хватать. Но тут коса и метла, ну это страсть. Вы страстная натура, вам нужны эмоции, экспрессия вам нужна. Да, вы не можете жить в каком-то идеальном мире. Вам это надоедает. Вам так, чтобы там выяснить отношения, погрызться, тут же интимом заняться, там куда-то побежать, поревновать, что-то вместе сделать, там поподозревать. Да, вы такая. Очень эмоциональная и хотите страстей. А этот мужчина, он такой сладенький, приторный, ни о чем. Будете от него бежать. Ах, девчонки, в кои-то веки нормальный достался, и вы такая, нет. Хорошо, стоит ли вам вообще вот прям по-серьезному с ним оставаться? Смириться с тем, что он такой сладенький подкаблучник, и остаться с ним? Нет, нет, вы не сможете, вы не выдержите. Для вас с ним отношения это будет как клетка, да, золотая клетка. Вы в ней не захотите быть. Вы сбежите, вы от него сбежите, вы в другую сторону смотрите. Ну, видите как, все бывает в жизни, все. Слишком приторный, слишком сладкий. Ну, опять же, подкаблучник. А вам нужен мужик. Вот, мужик прям такой, что, ух, сказал, сделал, да, посмотрела, а вы прям вся, опа. С одного взгляда его понимаете. Вижу, что с каким-то другим мужчиной вы останетесь, либо переметнетесь к другому мужчине. А этот сладенький будет по вам страдать, долго будет страдать. И женщину потом себе найдет, похожую на вас, хотя бы внешне. Понимаете, вот даже до такого дойдет. Вы у него любовь всей жизни будете. Одна, единственная и неповторимая. Хотя, может быть, все и поменяется. Может быть, вы тоже подумаете и скажете, ну нахрен мне эти все страсти, да? Что я там страстей этих не видела. Если надо будет, там, любовника заведу, будут мне страсти. И, может быть, все-таки с этим мужчиной останетесь. Ну, хотя бы попробуйте, в конце концов. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.